Очень много женщин не знают, при каких женских заболеваниях можно обращаться к нетрадиционной медицине, а при каких нельзя. Тут могу сразу сказать, что нельзя при острых хирургических женских заболеваниях, нельзя при больших размерах кисты и миоматка, нельзя при злокачественной опухоли, нельзя при серьезных венерических заболеваниях, например, СПИД, гонорея и так далее. Нельзя при туберкулезе придатка, нельзя при сильном кровотечении, но это не значит обильная менструация. Нельзя повышенная гиперчувствительность на растения и так далее. Тогда какие женские заболевания лечат нетрадиционная медицина? Обычно лечат хроническое женское заболевание, например, хроническое воспалительное, и восстановление после серьезного женского заболевания, боли при менструации, после родовой дефицит молока и депрессия, укрепление женского здоровья и так далее. Лично я создал авторский метод лечения, который дает колоссальный результат при лечении женских заболеваний, такие как эндометриоз, аденомиоз, ранний климакс, климаксический синдром, мастопатия, миома матка, поликистоз яичника, дисфункция яичника, бесплодие, молочница, дизменория, хроническая синдром хронической тазовой боли и так далее. У меня очень большая результативность при лечении этих заболеваний, так как я использую свои знания биохимии и тибетской медицины. Конечно, это немного отличается от общих нетрадиционных медицин. Здесь трудно говорить за других, потому что много заболеваний нельзя лечить с помощью нетрадиционной медицины.